Дорогие зрители канала журнала «Илин», мы приветствуем вас в здании Национального художественного музея нашей республики. Как-то один мудрец сказал: живописец и скульптор оба поэты. И я думаю, что мы сегодня пришли в гости в музей Натальей Ивановной Харлампиевой, народным поэтом нашей республики, и беседа с ней сегодня о литературе, о культуре, в том числе, конечно, и о искусстве. Поэтому, Наталья Ивановна, добрый день. Добрый день. И хотели бы мы начать наш разговор с того, что вот буквально за последние 2 года у вас вышли, мне кажется, очень фундаментальные ваши работы. Это в первую очередь «Признание любви», это сборник эссе, посвященные русским писателям, поэтам, которые имели какое-то отношение в своем творчестве, даже в каких-то своих жизненных ситуациях к Якутии. Ну и, конечно, это вот Семен Данилов, серия «Жизнь замечательных людей». И у меня первый вопрос такой. Кто для вас Семен Петрович Данилов? Он ваш учитель, вы так подчеркиваете, но для вас сегодняшней Наталья Ивановна Харлампиева, народного поэта, председателя Союза писателей. Я думаю, что учитель, он и остается учителем. Тем более, что работая вот над этой книгой, где-то, материал собирался, конечно, достаточно длительно, а само написание книги, поскольку торопили сроки, случилось быстро, но тем не менее вот сам процесс работы над его архивами, над воспоминаниями людей о Семене Петровиче Данилове позволило мне абсолютно по-новому взглянуть на его личность. Если я раньше его воспринимала как учителя, который из своего гнезда вывел мое поколение, потому что не я одна была среди тех, которых он пестовал. И Николай Алексеевич Лугинов, и Василий Егорович Васильев Харасхал, и Иван Васильевич Мигалкин. Еще много-много имен можно назвать тех молодых писателей, которых замечал и привечал Семен Петрович Данилов. Если раньше я его воспринимала как очень внимательного человека, тонко чувствующего поэзию и задумывающегося о будущем молодых писателей. Сейчас вот, поработав над книгой, я поняла, что это был человек, который мыслил масштабно. Он думал о нас не только как просто о талантливых или же там одаренных молодых людях, он думал о будущем якутской литературы. И он, естественно, желал бы, чтобы мы правильно понимали некоторые аспекты там истории якутской литературы, ее темные дни, скажем, да, ее светлые дни. И поэтому, конечно, я поняла, что это личность, которая имела значение не только для нас, для молодого поколения, для молодых писателей. Это человек, который оставил огромный след в целом духовной жизни народа, и как борец за правду, за восстановление справедливости истории якутской литературы, и как человек, как поэт, как писатель, как руководитель, который оставил такие связи, которые и сегодня, как говорится, имеют очень большую ценность. Связи с другими братскими литературами, связи с переводчиками, с издателями. И первое время, когда я только стала членом Союза писателей и на каких-то писательских форумах встречала еще тогда живых его друзей, они мне говорили:
Вы та самая Харлампьева, нам о вас рассказывал когда-то Семен Петрович. И это, конечно, было для меня удивительным, потому что сердце его хватало на всех. Ну, я опять как бы снова говорю по отношению к своему поколению, но на самом деле Семен Петрович – это великий человек, я даже не побоюсь этого слова, поскольку он руководил Союзом 17 лет, и за эти 17 лет якутская литература, раздираемая там противоречиями, спорами о литературном наследстве, она стала как бы единой литературой, она вышла на новые уровни, стала активно переводиться на русский язык, на другие языки за границей даже. Его самого хорошо знали в Польше. Он был награжден польским орденом. Но он столько наработал, что, как говорится, эти 17 лет его председательства мне представляются, в общем-то, золотым веком якутской литературы. Он такой символ именно вот той, не только той эпохи, да, он именно символ, мне кажется, еще вот вы здесь создали такой образ человека, очень цельный образ поэта и человека, да, который как раз боролся за справедливость. Это очень, мне кажется, очень важный постулат именно вот вашей книги, вашего труда, да, потому что он для вас, он больше, чем учитель, мне кажется, да, вот здесь, ага. И вы очень правильно заметили в одном из своих эссе, что он был полпредом якутской литературы, да, и вот представляется как бы таким мостиком, да, для вас, для вашего поколения и последующего поколения, для нашего поколения в том числе, такой мостик, соединяющий классику и современность, классику якутской литературы, современность вашего вот как раз поколения и современность сегодняшнего дня. Да. Еще такой мостик, вот очень вы правильно тоже говорите, что он как раз воплощал вот эту, ну, такой лозунг советских времен: дружба народов, дружба литератур, дружба народов. Да. И у меня вот такой еще вопрос. Вот первый раз вы как с ним познакомились? Вот этот момент, пожалуйста, вспомните. Мне кажется, это очень важно. Как он вас воспринял, как общался? Я в 1975 году пришла, в общем-то, без всякого приглашения на совещание молодых писателей, которое проводилось в республике, и принесла свои стихи. Но поскольку в то время девушек было не очень-то много, на меня обратили внимание, меня обсудили и очень сильно похвалили, чему я очень удивилась. И Семена Петровича в это время не было в Якутске. Он обычно как бы в самые такие зимние месяцы, чтобы перезимовать в более таких легких климатических условиях, брал путевку в Дома творчества, его не было в это время. А когда он приехал, ну, из периодики, видимо, он это посмотрел, он узнал, что вот, ну, как бы появилось новое имя. И через Моисея Дмитриевича Ефимова он меня пригласил к себе. А мне это было как раз очень и очень нужно, поскольку я начинала писать свою дипломную работу по его творчеству. И поэтому я так немножко робея пришла к нему домой. И, ну, честно скажу, что разговора хорошего, большого не получилось, поскольку я сильно робела перед ним, не могла разговаривать с ним наравне, а он пытался как бы, ну, выспросить у меня, что я думаю там о каких-то направлениях, существующих в современной поэзии, о русской классике, о якутской классике, а я была такой зажатой девочкой, которая не хотела особо раскрываться. Но, тем не менее, друг у друга, видимо, мы оставили приятное впечатление, и я поняла, что это человек, с которым можно разговаривать откровенно, и он тебя поймет. Позже, вот уже в процессе написания книги, я поняла, что он многих так приглашал. Практически
тех, которые были достойны внимания. После своих первых публикаций он встречался с ними. Это и Харасхал мне рассказывал, и я знаю, что он Анатолия Старостина приглашал, и с Варварой Потаповой он возился, можно сказать. Он не жалел времени для молодых. А вот та первая встреча, хотя разговора большого не получилось, у меня оставило впечатление, что я приобрела такого старшего друга, который меня поймет в любой ситуации и, вероятно, поддержит. Хотя это не было высказано в словах, а просто я это как-то интуитивно почувствовала. И с этим чувством я всегда, все годы, которые мы общались, относилась к нему. Наталья, вы приводите в книге высказывания его друзей, русских писателей. Например, вот Николай Шундик, да? А Семен не имел цветистых красок рубахи парня, чуждался шумной полемики, ну и так далее. Очень хорошие слова посвящены, да, Семену Петровичу. Вот он в жизни был скромным человеком, интеллигентным, и об этом вот пишут его друзья. И он вначале, вот как здесь описывается, он, возможно, не вступал, да, вот, со своими однокурсниками в высших литературных курсах, Да, но потом он да. стал для них таким мостиком, вот вообще, мне кажется, вот национальной литературы, в том числе и нашу Якутии. Вот заслуги Семена Петровича в этой части, о том, как он связал якутскую литературу с русской литературой. Если вот так вот пораскинуть и подумать, да, и до Семена Петровича якутские писатели учились на высших литературных курсах. Не он был первым. И после много народу там училось. Но эти 2 года в самом центре Москвы и единственном мире, так сказать, литературном институте, каждый использовал по-своему. В большинстве случаев, конечно, подразумевалось, что человек, который учится на высших литературных курсах, он должен работать для себя, наращивать какой-то потенциал для дальнейшей работы. И это не возбраняется, как говорится, да. А Семен Петрович и это делал. Он пересмотрел вообще свою поэзию, поскольку его произведения, написанные до 1955-1956 года, а после возвращения из Москвы, они совершенно разные. Он изменил отношение, требования к своей поэзии. И, кроме того, он думал о том, как сделать, чтобы якутская литература стала более известна, чем она была. То есть он думал о том, как найти переводчиков. Он думал о том, в каких издательствах и журналах могут печатать якутскую литературу. И в этом плане он преуспел, поскольку в его бытность, да и, может быть, это, в общем-то, сама идеология в то время позволяла это. Получалось так, что ежегодно в центральных московских издательствах и в художественной литературе, и в советском писателе, и в «Современнике». «Современник» вообще был создан для переводных изданий. Издавалось минимум 5-6 книг якутских авторов. Это, конечно, не возникло как-то так спонтанно. Это была работа Семена Петровича. Он был одним из тех людей, который думал не только про себя, а в целом про якутскую литературу. А вот то, что он считал своей главной задачей перевода Оюнского, Кулаковского, Олонхо на русский язык, это же уму непостижимо, в то время, когда они были гонимы, даже не реабилитирован был Оюнский. Он в это время уже задумывается о том, чтобы перевести Олонхо на русский язык. Это надо быть не только смелым человеком, но и при этом реалистом,
который пускает конкретные в корни вот в эту среду, в которой находится, и раздумывает о том, как это претворить в жизнь. Вот, в этой книге написано о том, как шел перевод на Даланхо. Да? Вначале он просил посмотреть подстрочники Евгения Евтушенко и Михаила Луконина. И они вроде бы даже как бы согласились. Но потом, вчитавшись, они поняли, что это такой труд, который им трудно будет преодолеть. И вот указали на Владимира Державина. А тот долго не соглашался. Во-первых, он был в возрасте, во-вторых, он работал над такими огромными эпосами народов не только Советского Союза, и поэтому, конечно, он как бы немножко, может быть, подустал от такой работы. И вот он целый год рассматривал эти подстрочники, и Семен Петрович терпеливо ждал его решения. А потом, когда началась работа, там тоже было непросто, поскольку эта книга издавалась через Якутское книжное издательство. Тут был местный редактор, местные как бы свои консультанты, они где-то не находили общего языка. В Москве был Иннокентий Бухов, большой ученый, который изучал Аланхо и фольклор. Между ними надо было налаживать мосты. И столько там человеческих, таких дипломатических усилий он вложил, Семен Петрович, что вот эти переводы без него никак не могли состояться. Поэтому, подвиг. Да, это подвиг. И я хочу подчеркнуть, что Семен Петрович свое пребывание в Москве, в общем-то, использовал на пользу своей родной литературе и своему народу. И не вот только для себя. Да. И вот связи, которые тогда сложились, да, они работают даже по сей и сейчас, день. Да. Это очень важно, конечно. Ага. И, Наталья Ивановна, вы, конечно, большую часть в книге посвящаете именно вот защите наследия. Вот это, наверное, один из таких основных вопросов середины XX века, да, возвращение наследия. И вот, пожалуйста, тоже вклад Семена Петровича в возвращение наследия. Еще раз. Вот эта борьба, да? Борьба с так называемыми буржуазными националистами, она длилась не один год и даже не один десяток лет. В начале 40-х эти поползновения, так сказать, начались, потом было постановление Бюро обкома от 1952 года, которое полностью запретило не только издание, а вообще распространение в библиотеках и так далее, и изучение в школах, в институте классиков якутской литературы. Это долгая и трудная борьба, которая шла с переменным успехом. И окончательная победа как бы была одержана в 1962 году, хотя это половинчатое тоже постановление с оговорками, но тем не менее писатели якутские, они это считали победой, поскольку было дозволено печатать, переводить, изучать и так далее, и так далее. Вот сейчас подумать страшно, что когда-то это было запрещено. Сегодняшние молодые люди уже видят на полках школьных библиотек эти издания и Кулаковского, и Сафронова, и Неустроева, и у них ни у кого в мыслях не возникает, что это когда-то было запрещено. И Раиса Риясовна как-то мне, внучка Кулаковского, рассказывала о том, что она еще застала то время, будучи маленькой девочкой, как из школы вынесли книги Кулаковского и разожгли костер. И как она с плачем побежала домой рассказывать об этом отцу. Вот такое было время. И в это время отважиться говорить о том, что это классики, что их нужно поднимать, что их нужно
изучать, что никакого буржуазного национализма в их произведениях нет, это было, конечно же, тоже подвигом. Но Георгий Прокопьевич Башарин, он был первым человеком, который Вернули, показал да, этот да. подвиг. Мгм. А Семен Петрович, в общем-то, попал тоже в эту антибашаринскую кампанию. Он был уволен с работы, у них отняли комнату, они только что поженились с женой. Вот безработный, бездомный. И самое главное, его никуда не брали на работу. Он где-то полгода вообще был без работы. И поэтому он просто, как говорится, по-человечески на своей шкуре почувствовал, что такое гонение властей по этому поводу. Но даже не из-за этого, не из-за того, что он это сам прочувствовал, а из-за того, что он верил в высшую справедливость. Естественно, он был таким рыцарем и борцом, и богатырем, который стал на защиту духовности своего народа. И вот эта его работа по переводу Кулаковского на русский язык, как он искал переводчика подходящего, как он нашел Солоухина, и как Солоухин на наше счастье влюбился в поэзию Кулаковского, с каким восторгом он стал переводить его произведения. Обо всем Семен Петрович вот записывает в своих дневниках и тихо радуется. И даже один раз он сказал Солоухину, книга еще не вышла, он работал над переводами, и когда тот стал сильно восторгаться поэзией Кулаковского, Семен Петрович ему сказал: ну, перевести-то, я вижу, мы переведем, но выйдет ли книга, еще неизвестно. А Солоухин сказал: что вы, как это так, она же должна выйти. Он сказал: ну, могут и жалобу прислать из Якутска. Ну, Солоухин в это даже не верил и не стал слушать, как потом оказалось, действительно мешали даже этой книге с переводами Солоухина издать ее в Москве. Это, в общем-то, уже 70-е годы. И, как говорится, вот эта борьба тихая, она шла долго. И, возможно, и сегодня какие-то отголоски есть. Но Семен Петрович, Георгий Прокопьевич Башарин неожиданно для себя приобрели молодых, энергичных и, может быть, даже смелее их людей, студентов, которые обучались в то время в Москве, Василий Николаевич Иванов и Егор Горович Алексеев, которые открыто стали говорить о том, что это непозволительно замалчивать первых якутских классиков. И все это вот позволило вернуть народу имена первых якутских классиков и их произведения. Заслуга Семена Петровича в этом вопросе в том, что он никогда не отступался, даже в тех ситуациях, когда этот бульдозер, так сказать, буржуазного национализма проходился по нему, он никогда не отступался. И работая над архивами, над его дневниками, я поняла, что вот первые наши народные писатели, Николай Егорович Мординов, его брат Авсентий Егорович, Иннокентий Иртюков. Это был такой оплот, который был абсолютно непоколебим в этом вопросе. И он им и поэтому, конечно, где-то в кулуарах, где-то между собой они всегда обговаривали эти вопросы. И то, что его поддерживает старшее поколение писателей, которые видели классиков, работали с ними, и что молодые у него есть за спиной, я думаю, это прибавляло ему сил. То есть вы здесь в книге показываете якутскую интеллигенцию, да, разного поколения. И очень важно было, вы правильно сегодня тоже подчеркнули, что Георгий Прокопьевич Башарин, братья Мординовы, да, вот это старшее поколение, потом продолжает Семен Петрович, Сафрон Петрович, да, братья Даниловы, и уже вот историки, да, Василий Николаевич Иванов, Егор Егорович Алексеев. Вот можно ли вот это поколение
назвать шестидесятниками. Не по, как говорится, биографии, а именно потому, какие дела они совершали, как они защищали наследие. Шестидесятниками принято называть как бы ту небольшую группу, которую мы знаем, это Евтушенко, Вознесенский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадуллина. Но если брать этот как бы термин шире, да, это, видимо, те люди, которые поверили, что подули свежие ветра, они действительно были. Когда Хрущев пришел к власти, состоялся 20-й съезд, был культ личности, был назван культом личности, и появилась кое-какая свобода печати. Там, кстати, вот Семен Петрович в своих дневниках как раз пишет о том, об решениях 20-го съезда и говорит, может быть, сейчас что-нибудь сдвинется с мертвой точки в отношении наших классиков. Естественно, так думали не только он, а вся якутская интеллигенция. И вот те молодые люди, студенты тогда, они тоже руководствовались. И вот эта сама атмосфера 60-х годов, когда стали публиковаться ранее запрещенные... литературный процесс, он же не в вакууме. То, что в России там стал печататься, допустим, тот же Солженицын, да, те же стихи Варлама Шаламова, его колымские рассказы и так далее, это говорило о том, что есть некая литературная свобода, и эта литературная свобода, она не только, допустим, там русской литературы коснулась, она должна коснуться, в общем-то, всего литературного процесса общесоюзного. И я думаю, что вот этот дух свободы 60-х годов, который витал в воздухе, он, конечно, на них оказывал влияние. Они были смелее, они стали четче понимать вот эти все вещи. И я читала протокол общего писательского собрания 1962 года после принятия постановления. И, казалось бы, это должно было быть собрание, где торжествовала справедливость, и об этом как бы можно было бы говорить. Нет, там говорили о том, чтобы наказать тех людей, которые в свое время, в частности, ученых отдельных, писали о классиках, как о буржуазных националистах. Там, как говорится, стрелы летели достаточно и больно разили некоторых людей. То есть вот эта воинственность в какой-то степени и дух свободы, конечно же, он сыграл определенную роль в восстановлении справедливости якутской литературе. И это видно даже по истории якутской литературы, потому что именно в конце 60-х годов появляется роман Сафрона Данилова «Пока бьется сердце», совершенно необычный, современный, ставящий те проблемы, о которых раньше не принято было говорить. И в поэзию приходят люди, которые говорят тоже о тех вещах, о которых не принято было говорить. Та же Варвара Потапова, которая вступила в литературу и явила собой не только появление женщин якутской поэзии, их не было до 70-го года. Я не говорю о том, что их не было вообще, были женщины, конечно, сказительницы и детские писатели. Сказать, что у якутских женщин не было творческого начала, об этом так нельзя сказать. Но и вот это появление таких писателей, Василий Яковлев, Риштер Кипилер, это все были такие темы, которых раньше в якутской литературе не наблюдалось. Поэтому сама атмосфера 60-х годов,
ну, будем сказать, вызовы этих лет, они сыграли определенную роль и в развитии якутской литературы, и в взаимоотношениях людей, во всем. Да, вот литература и вообще в целом общественная мысль, они были Да, тесно связаны. они так? тесно Да. связаны, Ага. вне И вот всякого сомнения. вы в своей книге приводите в приложениях вот это, как раз эти протоколы, да, и мне кажется, вот читатели тоже знакомятся с этими, ну, вот некоторые вообще очень, конечно, далекие даже от литературы люди, мне кажется, должны почитать, понять эту эпоху и вот тот подвиг вот этого поколения нашей якутской интеллигенции, да, которые сохранили наследие для нас, для будущих поколений. Это очень замечательно. И вот здесь вы как раз 6-ю, да, главу озаглавили «Жить без страха», да? А потом дальше идет «Власть и поэт». Вот, Наталья Ивановна, Семен Петрович, как он работал, взаимодействовал с властью? Ну, я там в преамбуле пишу о том, что поэзия, вообще литератор, писатель, он по природе своей как-то не то чтобы противостоит, а как бы опасен в какой-то степени для власти, потому что если власть пытается привести все в определенную систему, каноны какие-то создаются и так далее, то писателю и поэту очень трудно уложиться в эти каноны, в это ложе. И поэтому во все времена, во всех веках, в общем-то, поэты, к поэтам властители всегда относились с определенной опаской. И это, мне кажется, сохраняется по сей день. А что касается Семена Петровича, он застал двух первых секретарей, это Семена Захаровича Борисова и Гаврила Иосифовича Черяева. И работал с ними тесно. У них были встречи и разговоры, особенно с Черяевым. И работал секретарем по идеологии в то время, в те годы, 70-е, 60-е годы, с Юрием Николаевичем Прокопьевым. Ну, по-разному у него сложились отношения, но одно я могу сказать, что он как личность, как писатель, как человек, он встал с ними на такую ступеньку, что мог всегда зайти к ним, поговорить о тех проблемах, которые ставит писательское сообщество, и, ну, если удавалось убедить их решить те или иные вопросы для дальнейшего процветания, развития, значит, там, якутской литературы и вообще литературного сообщества. Это ему удавалось, но не всегда, конечно. И опять же вопрос там всегда упирался в литературное наследство, потому что не унимались те люди, которые видели все-таки в наших классиках буржуазных националистов, выискивали, без конца писали письма, и по каждому письму надо было давать ответы. И даже, по-моему, они чаще встречались по этому поводу, поскольку письма летели в Центральный комитет партии. И из них он, вот из тех людей, с кем он вместе работал, он больше всего выделял Черяева, Гаврила Иосифовича. И судя по тем записям, которые у него есть в дневниках, вот он лежит в больнице в Москве сердечным приступом Семен Петрович, и к нему, приехав в командировку, заезжает Гаврил Иосифович Черяев, чтобы поговорить о делах. Это говорит о той степени доверия, которая существовала между ними. И он его, в общем-то, по многим вопросам хвалит. И я так понимаю, что они друг друга очень поддерживали и понимали, поскольку Гаврил Иосифович был человеком очень интеллигентным, тонким, и понимал, что в вопросах
литературного наследия, вообще в работе с писателями, как говорится, ломать дрова не надо. И он очень прислушивался к мнению Семена Петровича. И во многих вопросах он его поддерживал. Вот я совсем недавно писала статью о юбилее Юрия Ивановича Шамшурина. И Юрий Иванович Шамшурин напрямую заходил тоже, говорил Иосифу Чиряеву и разговаривал с ним даже о каких-то своих бытовых делах. Он из-за здоровья собрался переехать в центральную Россию и боялся, что он там не приживется, и попросил Гаврила Иосифовича: если я вдруг, так сказать, вернусь, поможете мне жильем. И тот ему обещал, и он действительно вернулся, и Чиряев ему помог жильем. Вот такое было отношение к писателям у Чиряева, и я думаю, что это не у каждого руководителя можно найти такое отношение к писателям. И позже, когда Семена Петровича не стало, и стал вопрос о том, кто же будет руководить Союзом, тут тоже решающим было мнение Гаврила Иосифовича, который назвал Сафрона Петровича Данилова. Там было много кандидатур в то время. Поэтому сказать, что повезло им друг с другом, можно, но я думаю, что это были люди, которые работали ради своего народа, ради того, чтобы их народ процветал, чтобы это была для них сверхзадача, чтобы дать народу духовную опору в виде писательских произведений, тех же классиков, современных писателей, поддержкой молодых и так далее, чтобы народ процветал и развивался. В этом они были едины, поэтому они понимали друг друга. Они уходили в те мелочи, которые легко можно было уйти, что порой случалось в отношениях с Юрием Николаевичем Прокопьевым. А про Семена Захаровича он и в дневниках особо не вспоминает. И я вот в этой книге тоже пишу о том, что почему же Семен Захарович выбрал кандидатуру Данилова, когда вся эта перетряска 1962 года произошла, когда вроде бы восторжествовала справедливость. Он ведь прекрасно знал, что он был всегда на стороне Башарина, что он всегда защищал этих классиков. Стало быть, он был против него в какой-то степени, да? Но он, несмотря на это, поставил его во главе самого главного, самого ведущего творческого союза. Поэтому взаимоотношения власти и поэта – это такая тонкая тема, которая зависит, там, видимо, нет никаких правил, а все зависит от личностей и поэта, и представителя власти. Если они где-то совпадают в своих устремлениях, в своих взглядах на жизнь, то получается очень хороший тандем. А если где-то нет совпадений, конечно, ничего хорошего из этого получиться не может. Наталья Ивановна, я в продолжение не могу не спросить. Вы тоже взаимодействовали с властью в качестве главного редактора журнала, потом газеты, журнала «Далбар-Хатун», газеты «Саха-Сирия». Вы работали в Министерстве культуры, вы работали советником главы, вы долгие годы я в своей, так сказать, сознательной жизни застала практически всех президентов и глав нашей республики. И я думаю, что сложно работать, конечно, было, но тем не менее я вот сейчас уже как бы задумываясь, уже оглядываясь назад, я вижу, что трудно было с Михаилом Ефимовичем работать, выполнять его какие-то требования, когда я еще была в газете заместителем редактора. Он всегда ставил очень высокие планки. Но сейчас оглядываюсь и вижу, что
Именно он создал внебюджетные фонды, которые призваны были бы поддерживать духовность и творческих людей. Это фонд будущих поколений, и фонд «Дети Сахазия», и Варвары. Возрождение, да. Но, может быть, сейчас у них как-то несколько видоизменилось направление по вопросам поддержки, но это задумал, это сделал Михаил Ефимович. И за это, конечно, его можно только похвалить в этом вопросе. И не только это, именно при Михаиле Ефимовиче укрепилось самосознание народа. Это и, очень много можно говорить. И Михаил Ефимович из тех людей, которые, если по-простому говорить, он заставил народ уважать себя. Он дал ему опору для того, чтобы народ сам себя уважал, чтобы он вспомнил про свое великое Аланхо, чтобы он вспомнил про тех же своих классиков, чтобы он вспомнил, что все-таки мы получили в каком-то формате государственности, что эту государственность нужно развивать. И он очень много сделал для развития самосознания народа. И сегодняшние саха, сегодняшние якуты, они сами, может быть, не осознают того, сколько для них сделал Михаил Ефимович. Ну, а Вячеславом Анатольевичем мне работать было легко. И я сейчас задумываюсь, почему мне было с ним легко работать. Мы с Николаем Алексеевичем могли к нему попроситься на прием и в тот же день зайти к нему и поставить какие-то свои вопросы. Не личные, а там издательские или же по поездке, по приглашению кого-то и так далее, и так далее. И он эти вопросы решал. Потом он ежемесячно встречался с редакторами газет, в открытую говорил о тех проблемах, которые существуют. Я сейчас вспоминаю об этом и думаю, может быть, это нечто поколенческое, мы одного поколения люди, и наше видение мира, воспитание советское, так скажем, отношение к людям практически одинаковое. Может быть, поэтому нам было проще понять друг друга и решать какие-то вопросы. И это очень эрудированный, много читающий человек. И я даже была поражена тем, что он практически очень хорошо знал историю тюрков. Он перечитал всего Льва Николаевича Гумилева, и, так сказать, опасно было с ним на эту тему разговаривать, потому что некоторых там тонкостей ты мог не знать, а он знал. Вот. Ну, а Егором Афанасьевичем Борисовым мне пришлось вплотную работать, будучи его советником по культуре. Егор Афанасьевич тот человек, который как бы от сахи, от земли, впитавший в себя культуру, духовность своего народа. Он, может быть, это не облекает какие-то там зримые, так сказать, формы, не декларирует это, но это у него генетически в нем сидит, и практически он по творческим вопросам всегда принимал правильные решения. Но поскольку он по образованию технарий вышел из такой производственной сферы, поэтому иногда, конечно, у него могли быть такие, несколько прямолинейные решения, но тем не менее в нем генетически вот эта память народа в нем живет. И, конечно, с ним тоже было, иногда непросто, иногда очень даже легко понять друг друга. И он человек, который тоже, по-моему, свой след будучи руководителем республики, оставил.
Вот, но потом, как говорится, пришли другие времена, и Айсена Сергеевича я до этого, конечно же, знала. Он как раз был руководителем администрации президента, когда акционировались газеты государственные, и мы вплотную с ним по этому вопросу работали. Он, ну, мне казался тогда он таким суховатым, так сказать, несколько таким экономическим только видением мира человеком. Но сейчас вот когда, ну, почти 3 года, осенью будет 3 года, как он у руля, я вижу, что он, в принципе, творческие вопросы очень даже поддерживает и понимает. Но он тоже из тех людей, которые, как говорится, разворачивать это в метафору, как это умел Михаил Ефимович делать, он этого тоже не будет делать. Но, тем не менее, вот эта книга тоже была с его согласия издана. Сейчас, к 27 сентября, если получится, памятник братьям Даниловым, Семену и Сафрону Петровичу. Это его, так сказать, волевое решение, было выделены деньги, немалые деньги для того, чтобы отлить этот памятник и поставить ко Дню Республики, открыть его. Он помог нашему Союзу в очень сложной ситуации с нашим зданием. Ну, он проблемы эти хорошо понимает. И я думаю, что это отношение, ну, с одной стороны, он как бы обязан эти вещи делать, как руководитель республики, а с другой стороны, он, насколько я вот пронаблюдала, он много читает и знает хорошо якутскую литературу. Ну, что греха таить, у нас немало руководителей, которые и не говорят, и не читают по-якутски, будучи якутами, а он читает. И у него очень крепкие семейные устои, когда его с детства приучали к якутской литературе. А такой человек, конечно, это человек, который знает, как говорится, где белое, где черное, и в нем тоже генетически сидят эти вещи. И я надеюсь, что и в будущем он как бы этих самых своих главных качеств в отношении духовности, в отношении литературы и вообще творческого наследия, духовного наследия народа, он свое отношение вряд ли изменит. Да, очень важно, чтобы руководитель понимал Да. вот эти вопросы, о которых вы говорите, о которых вы написали. Ну, в потом книге, вот да. как-то я не так давно разговаривала со своим комсомольским старшим коллегой Алексеем Александровичем Тамтосовым, и он читает периодику и электронные средства массовой информации, он так как бы достаточно иронично заметила, что мы тут не жалеем своего главу, что мы его ругаем за какие-то конкретные решения и так далее, что этого делать не надо, что это человек, которого взрастила наша республика, наш народ, и что к нему нужно относиться очень бережно. Я, честно говоря, не ожидала услышать таких речей от Алексея Александровича, потому что он сам долгие годы был в системе власти и бывает иногда довольно жестким в оценке тех или иных решений. Но тут вот он выдал такое, что к Айсену Сергеевичу нужно относиться бережно, поскольку другого такого молодого руководителя Якутии, в общем-то, вряд ли будет еще иметь. И я задумалась. Наталья Ивановна, вы сказали очень важные слова, да? Руководитель, конечно, должен понимать творческую интеллигенцию. И вы вот именно в книге Семен Данилов показали, как творческая интеллигенция, власть взаимодействовали, да? И как такой человек, личность, как Семен Данилов, повлиял на власть. И мне кажется, в этом как раз тоже и
ценность вашей книги. А теперь я хотел бы вот поговорить о другой вашей, мне кажется, очень важной работе. Книга называется «Признание в любви». И вы прямо пишете, да? «Я сама признаюсь любви к русской поэзии, без которой сегодня трудно представить духовный мир моего народа». И, конечно же, это невозможно, опять же, невозможно не согласиться, да? И в то же время в этой книге вы все время возвращаетесь к Семену Данилову. Вот о чем мы поговорили тоже, да, о том, насколько он такой фундамент оставил, да, вот этих русско-якутских литературных связей. И здесь, знаете, я хотел бы о чем спросить. Вы здесь пишете об Анне Ахматовой, Льве Николаевиче Гумилеве, Варламе Шаламове, Александре Твардовском, Николае Глазкове. Вот целая плеяда. Иосиф Бродский, Евгений Евтушенко, Римма Казакова и еще несколько других имен. Да? И вы приводите такие факты, которые, как мне кажется, не очень широко известны, да? Известны нашим народу, нашим читателям в том числе. И здесь вот, например, вы приводите пример, как Анну Ахматову в 1958 году, вот представьте, 1958 год, я обращаюсь к нашим зрителям, после вот того, как начались, можно сказать, даже, да, это практически был запрет на творчество, да, Анны Ахматовой. И Президиум Верховного Совета Якутской АССР награждает Анну Ахматову почетной грамотой. Вот вы столько вложили в эти свои короткие, но очень, мне кажется, такие емкие эссе. Как вы работали? Вот, как собирали материалы? Вы знаете, я специально материал для этой книги не собирала. Это все мое поэтическое, как правильно сказать-то, пространство, в котором я росла, жила. Анна Ахматова, она присутствовала всегда в моей поэзии, и я знала о том, что она перевела где-то 10 стихотворений Леонида Попова. А то, что она занималась переводами с китайского, с корейского языка, будучи, когда ее произведения были запрещены, она работала как переводчик, это я знала. И вот эта ниточка, ну, как всегда, при всякой истории можно сначала вытащить ниточку, а с этой ниточкой разматывается весь клубок. И я вот эту ниточку, переводы Анны Ахматовой стихов Леонида Попова, я потянула за эту ниточку. Я определила, какой это был год. Я подумала о том, как она работала, интересно, вообще запомнила ли она его. Дело в том, что это были времена, когда, ради паденщина какая-то, когда издательства давали именитым, неименитым поэтам переводы стихов национальных поэтов, и за это платили, в общем-то, неплохие деньги. Или же она все-таки его запомнила. Есть большой трехтомник Лидии Чуковской «Записки об Анне Ахматовой». Конечно, это вообще уникальный труд, потому что мне очень трудно представить, что десятилетия можно было общаться с человеком и каждый вечер после общения записывать, о чем ты с ним говорила. А Лидия Корнеевна это делала. И это такой документ, который трудно переоценить. Я стала листать вот этот трехтомник, и там нашла как раз их разговор о том, что вот я перевожу якутского поэта, она не назвала его имени, и прочитала его строки о зимнем вечере, такой, действительно, с очень хорошим таким образным мышлением, необычным для них, для нас привычным.
и сказала, вот из этого что-то типа должно получиться. Это Лидия Корнеевна записала у себя, и я поняла, что она переводила с большим интересом Леонида Попова, и вообще какой-то интерес она питала к якутской поэзии, хотя это не было никак обозначено. И у меня дочь училась в Питере, и я, ну, по возможности бывала там. И один раз вообще с архивом Ахматовой приключилась очень большая неприятность. Архив весь полностью попал в руки, ну, как ее называть, дочери Пунина, падчерица, не падчерица, но дочери Пунина, минуя родного сына. А Ирина Пунина распорядилась этим архивом так, что часть ушла в дом Пушкина, Центральный архив, Государственный архив литературы, а часть архива ушла в Российскую библиотеку имени Салтыкова-Щедрина. А в дом Пушкина я не попала, он ушел тогда на реставрацию и так далее, архивы вообще были закрыты те годы, а в библиотечный архив я попала. И я пересмотрела много ее, но, если сказать честно, меня это очень даже расстроило, поскольку это... Он не охраняется должным образом, этот архив, и из него очень много чего, видимо, ушло, потому что переписи есть, а в архиве этого нету, и так далее, и так далее. И достаточно он так, ну, не сказать небрежно, но так вот он хранится там. И когда я его выписывала, ну, как полагается, я выписывала, заказывала его, и несколько раздраженно вот эта хранительница архива мне сказала, что вы там хотите найти, ничего вы там не найдете для себя, потому что весь архив давно, как говорится, распотрошен, издан, переиздан, вдоль и поперек, ничего нового вы там для себя не найдете. Но я из якутского упрямства все равно эти документы заказала и стала просматривать, и вот там я нашла приглашение на вечер. В 1957 году уже были дни Якутска. Да, Вот приглашение на этот вечер Анне Ахматовой, вот эту грамоту и письмо там, ну, с приглашением и так далее, просим и прочее, прочее. И очень-очень обрадовалась этому. И потом этой женщине я сказала, видите, что я нашла? Вы думали, что я ничего не найду, но я нашла нечто важное для себя и вообще для всех якутян, читающих, которые есть у нас в республике. Ну вот так, и если бы была возможность там подольше поработать, посмотреть ее личные записи, блокноты, я думаю, что что-то можно было еще найти. И вообще меня к этим архивам, которые хранятся в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина и Пушкинском доме, очень-очень тянет, но годы идут, тут еще и пандемия. Не только из архивов Анны Ахматовой, но там еще хранятся архивы Иосифа Бродского со стихами периода, якутского периода, когда он приезжал сюда в экспедицию. Поэтому вот эти ленинградские, ныне питерские архивы, они еще, наверное, много могут открыть для якутских читателей. Это, мне кажется, очень интересное, да, вот то, что вы разыскали. И вот, наверное, вот по каждому эссе можно Да, так долго рассказать такую же рассказать, историю, ага. да, это Я точно. поэтому хотел бы, чтобы наши слушатели, зрители нашли эту книгу, прочитали. И вот вы как раз подчеркиваете, да, азийское, тюркское притяжение в творчестве Анны Ахматовой и мироощущение, переводческая деятельность дают для этого большой материал. То есть вы как раз подчеркиваете, что нету, да, достойного литературоведческого исследования по теме Азии в творчестве Ахматовой. Но вот я так предваряю, вот хочу перейти к вашему творчеству, книги про Матерь Азия, да. И я знаю, что мы как-то даже поздравляли, вы за эту книгу получили
очень такую международную премию. Вот что для вас Азия? Мы азиаты, мы евроазиаты, евразийцы. Вот как вы воспринимаете? Ну, дело в том, что у каждого, ну не только современного, вообще у каждого якута рано или поздно возникает вопрос, откуда произошли наши предки. Или они попали на эту землю после каких-то там войн, переселений, или как, или же они исконно жили на этой земле. И я всегда шучу и говорю, что у каждого якута есть своя версия, столько разных вариантов, да. Но однозначно, что мы, конечно же, были частью большого тюркского мира, возможно, второго тюркского каганата. Я так не историк, но примерно могу так сказать. И поскольку тюркские корни и тюркское начало, оно присутствует в нашем народе и чуть ли не является основным ведущим началом. Поэтому это нужно признавать. И, естественно, колыбелью тюркского каганата и вообще тюркского мира, тюркского народа всегда была Азия. И, естественно, Азия, она, ну, ее можно вот, и в качестве метафоры видеть в ней какую-то праматерь, женщину, которая оберегает все те народы под крылом своим. Или же, ну, это просто чисто поэтическое видение, но оно имеет реальную основу. И вот я это стихотворение написалось после поездки на Всемирный фестиваль поэзии народов Азии в Ханое, во Вьетнаме. Очень жаль, конечно, что я недостаточно, как говорится, владею английским языком, чтобы общаться напрямую, но так брататься-то могу, как говорится. И в этом братании, и в этом интересе друг к другу. Там были, ну, кого только не было. Там были практически все азиаты, начиная с Юго-Восточной Азии, и по севернее, и казахи, и киргизы, и монголы, и турки, и азербайджанцы, и татары. Ну, все тюрки разных мастей. И вот это вот чувство единения, чувство взаимопонимания, оно каким-то странным образом возникало, хотя мы не могли так расширенно сказать, в расширенном формате общаться, но то, что мы дети единой Азии, это каким-то образом чувствовалось. И, естественно, когда я стала думать о том, кем же является мой народ для этой могущественной, великой Азии, не в качестве там материка, а в качестве некой духовной силы, да, то мы как бы пасынки получаемся, да, нас сослали на север, или мы сами ушли. И вот из этих раздумий родилось это стихотворение, и, по сути дела, это благодарность праматери Азии, которая в нас заберегла в этих северных краях, наоборот, уберегла от всех напастей, от всех влияний, от всех тех изменений, которые могли бы произойти с народом, а сберегла генетически нашу исконную вот эту тюркские начала, корни. Ну, вот так вот это стихотворение написалось. И я думаю, что ну, часто бываю в тюркских странах, и организация Тюрксой существует, да, и некоторые опасаются, что там, значит, пантюркизм и так далее, и так далее. Я думаю, что ничего этого, может быть, где-то что-то, какие-то проявления есть, но якуты в силу своей
непринадлежности к той религии, которая властвует в тюркском мире, они всегда останутся на стороне. Потому что тюркский мир – это исламский мир, это мусульманский мир почти полностью. И поэтому, конечно, мы там как бы и тут, и не там. И вот эта наша особенность, она, возможно, создана там некими высшими силами для того, чтобы мы сохранились как отдельный народ. Я об этом часто думаю и замечаю, вот у меня есть друзья поэты-азербайджанцы, и татары, и турки, и я замечаю, что, ну, кто немного знает историю, тот знает, что мусульманство, ислам – это, в общем-то, влияние, арабское влияние, арабская грамотность, арабская культура полностью. И все идет оттуда, берет начало оттуда. И они в коей-то мере сейчас они начинают искать исконные свои начала. То есть они интересуются тенгрианством, они интересуются нашей верой. И их Якутия и якуты именно в этом плане очень сильно интересуют. И это... Ну, я не думаю, что там могут произойти какие-то большие религиозные изменения, но во всяком случае это та ниточка, которая нас с ними объединяет. И еще одну вещь хотела бы сказать о том, что вот то древнее тюркское начало, которое существует, оно генетически живет в каждом тюркском народе. И нащупать это, и прочувствовать, в общем-то, нужно просто захотеть. И не видеть в этом ничего такого, ну, крамольного, поскольку мы видим, к чему приводит распри между родственными народами, наяву, воочию. И поэтому лучше сохранять мир и точки взаимопонимания, нежели искать точки различия. Наталья Ивановна, вот книги «Признание в любви», вот в первой части послесловие написал Вадим Дементьев. Вот мне кажется, Вадим Валерьевич занимает какое-то особое место, когда мы говорим о русско-якутских литературных связях. Пожалуйста, о нем все-таки скажите несколько слов. Вадим Валерьевич, я где-то написала про него, что это друг, который достался нам в наследство. Это действительно так, потому что с ним начинал дружить Семен Петрович Данилов. Он был юным, молодым человеком, который работал в газете «Литературная Россия» зав.отделом. И этот молодой человек, в общем-то, был достаточно подкован для того, чтобы поддерживать линию Семена Петровича в отношении классиков якутской литературы. И поэтому они как бы полюбили друг друга, доверились друг другу. Семен Петрович очень по-доброму к нему относился, приглашал его все время в Якутию, но, к сожалению, он не успел в его бытность побывать здесь, а приехал, когда уже был Сафрон Петрович. Они дружили и с Сафроном Петровичем. Когда Сафрон Петрович был председателем Союза, Дементьев уже был советником генерального секретаря в ЦК КПСС, он был советником Горбачева. И тогда, после 1986 года, когда, ну, не в целом народ, но молодежь была обвинена в национализме, Сафрон Петрович практически один вставал на защиту этой молодежи и вообще в целом своего народа, но его в этом вопросе областной комитет партии не поддерживал, и он испытывал некоторые, так сказать, трудности. И в это время Дементьев сделал большое интервью с ним, я опубликовал в газете «Правда». Это по тем временам дорогого стоит, как говорится. Ну и Вадим Валерьевич очень верный человек, он
никогда не подведет. Он многим из нас помогал и переводиться, и издавать, находить какие-то пути дорожки в московских издательствах, московским переводчикам. И сам написал прекрасную книгу, которая называется «Наследник Яксакуляха». Он написал про современную интеллигенцию Якутии, и про Андрея Саевича Борисова, Николая Лугинова, Елену Корсуннаха, Иту Шапошникову, про Афанасия Осипова. Прекрасные эссе, которые посвящены вот, якутской интеллигенции. Он сам по себе очень скромный человек, и у него прекрасное чувство юмора, и с ним всегда, в общем-то, легко найти общий язык и делать какие-то общие дела. И я очень рада, что он написал послесловие к моей книге, поскольку он, как никто другой, хорошо понимает вот эту взаимопритягательность якутской и русской литературы. Он сам винтик, как говорится, этого большого механизма, и он написал прекрасное послесловие к моей книге. Да. И завершая вот наш разговор о Семене Петровиче, о ваших книгах, да, Семен Данилов и «Признание в любви», про Матерь Азия, я вот хочу процитировать как раз Вадима Валерьевича. Наталья Ивановна сделала большое культурное дело, создав эту книгу. Он дал такую оценку признанию любви, но мне кажется, вот в целом именно вот весь ваш труд, да, который мы сегодня читаем, да, Семен Данилов, «Признание любви», это есть вот такой культурный вклад, да. Поэтому, Наталья Ивановна, большое вам спасибо и желаю вам новых творческих успехов. Спасибо. И ждем новые стихи, новые эссе, исследования. Спасибо. Всего хорошего.